Дорогие друзья, прозвенел звонок. Мы начинаем урок русского языка. Сегодня урок русского языка проведу я. Зовут меня Наталья Сергеевна, я учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Гульнара Ульфатовна. Приготовьтесь к уроку. Запишем сегодняшнюю дату. 22 апреля. Займемся чистописанием. Посмотрите на экран. Красивая буква Ч. Заглавный и строчный эквивалент. Прошу вас прописать эту букву целую строку. Работа выполнена. Пора объявить, чем же мы займемся на уроке. Отгадайте, пожалуйста, ребус. Конечно же, сегодня на уроке слово. Разговор пойдет о словах, но я бы даже уточнила эти многоликие слова. Посмотрите, как таинственно звучит. В конце урока, думаю, что некоторые тайны будут нами раскрыты. Ну что ж, давайте работать. Запишите в тетрадь слова, которые обозначают эти предметы. Давайте проверим, что у вас получилось. Портфель, рюкзак, тетрадь. А теперь, друзья, я предлагаю поиграть в увлекательную игру, называется «Объяснялки». Представьте себе, что рядом с вами находится человек, который не знает, что такое портфель, что такое рюкзак и что такое тетрадь. Попробуйте объяснить своими словами, что обозначает каждое из этих слов. Как вы объясните, что такое портфель?
Что такое рюкзак? И что же такое тетрадь? Получилось? А теперь обратимся к толковому словарю. Послушайте, как словарь объясняет нам значение слова «портфель». Портфель – жесткой прямоугольной формы сумка с закидывающейся крышкой и запором для ношения бумаг. Что же такое рюкзак? Заплечный вещевой мешок. А тетрадь – печатный или письменный носитель информации, состоящих из соединенных листов бумаги, согнутых пополам. Вот как объясняет толковый словарь значение знакомых нам слов. Что значит определить лексическое значение слова? Это значит сказать, что оно обозначает. Если нам трудно определить лексическое значение слова, и мы не знаем, что оно обозначает, стоит отправиться в толковый словарь и найти ответы там. В каждом учебнике русского языка обязательно составлен небольшой словарик, который помогает нам узнать значение некоторых слов. Потренируйтесь пользоваться этим словарем. Например, я предлагаю вам узнать лексическое значение слова «айсберг». Открываем словарь и находим определение. Айсберг – большое скопление льда или большая ледяная глыба, оторвавшаяся от ледника. Видите, как удобно пользоваться словарем? Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Слова в русском языке могут быть однозначные. Это те слова, которые имеют одно лексическое значение, то есть всегда обозначают одно и то же. Но есть слова и многозначные. Многозначные слова имеют несколько лексических значений в зависимости от контекста. Итак, понаблюдаем. Однозначные слова – парта, лед, морковь. Всегда обозначают одно и то же, имеют одно лексическое значение. Теперь обратимся к словам, у которых несколько лексических значений. Посмотрите, слово одно – нос, но обозначать может и нос собаки, например, и нос корабля. А вот слово «конь». Конь – животное, конь – шахматная фигура и конь – спортивный гимнастический снаряд. Удивительное явление. Одно слово, а значений несколько. Давайте попробуем отгадать. Что же это? В тетради я бываю косая и прямая. В другом своем значении я планка для черчения. И, наконец, порою в шеренгу вас построю. Я уверена, что это слово знакомо вам. Слово многозначное. Линейка. Ну что ж, друзья, попробуем составить словосочетание со словом «линейка». Итак, праздничная линейка, косая линейка в тетради и линейка для черчения. Посмотрите, слово одно, а значений 3.
Запишите, пожалуйста, к себе в тетрадь эти словосочетания. Слово «линейка» – многозначное слово. Посмотрите, пожалуйста, на экран несколько многозначных слов. Каток. Помните зимнюю забаву? А вот такую технику видели? Слово одно, а значений несколько. Слово «каток» – многозначное слово. Кисть. Кисть руки, кисть для рисования. Слово «кисть» – многозначное слово. Кнопка. Как вы уже догадались и поняли, слово «кнопка» тоже многозначное. А теперь я хочу напомнить вам несколько страниц из азбуки. Итак, слово «язык». Слово многозначное. Язык пламени, язык в колокольчике, язычок колокольчика. Язык, например, человека. Игла. Помните, как было увлекательно в азбуке находить значение слова «игла»? Швейная игла, игла у ежа, игла у хвойных растений. Ну а теперь попробуем найти пару. Две картинки будут называться одним словом. Эти все слова, друзья мои, многозначные. Ключ. Ключ от замка. И ключ можно употребить это слово, если мы называем ручеек. Кисть. Кисть рябины. Найдите пару. Кисть для рисования. Перо. Перо птицы. И ручка тоже может называться перо. Кран. Строительный кран и водопроводный. Замечательное явление русского языка. Ну а теперь предлагаю вам поиграть и находить многозначные слова. А помогут нам
Веселые стихи. Шишка выросла у Миши. Он вчера подрался с Гришей. Шишек много на сосне. Дятлам хватит их вполне. Итак, найдите, пожалуйста, многозначное слово. Шишка. Запишем это слово к себе в тетрадь с новой строки. Будьте внимательны, в этом слове есть буквосочетание «ши». Помним, что «ши» всегда пишется с буквой «и». Поставьте запятую, ищем следующее многозначное слово. По трамваю заяц бегал, контролеры за ним следом. Серый заяц жил в лесу, и боялся он лису. С серым зайцем все понятно. А какой же заяц бегал по трамваю? Это безбилетный пассажир. Итак, нашли многозначное слово? Давайте его запишем. Следующее стихотворение. Лист на дереве висит и от ветра шелестит. В книге тоже есть листы. Их прочтя, листаешь ты. Слово «лист» многозначное. Запишем. Бегут мальчишки к морю поплавать на просторе. Бегут часы, часы спешат, и не воротишь их назад. Молодцы те, кто нашел многозначное слово. Бегут. Ну что ж, друзья, прочитаем слова. Звезда, береза, язык, ландыш, лед, молния, игла, хвост. Среди этих слов есть слова, у которых только одно лексическое значение – однозначные. И есть слова, у которых несколько лексических значений – многозначные. Давайте попробуем разделить эти слова на две группы. Итак, в одну группу объединим слова однозначные, а во вторую группу – многозначные. Звезда. Догадались? Звезда, ближайшая к нам, Солнце. Но еще и звездой можно назвать очень популярного артиста. Говорят, на сцене звезда. Значит, слово многозначное. Береза. Одно лексическое значение. Язык. Тот, кто был внимателен на уроке, вспомнил, что мы уже находили несколько лексических значений этого слова. Слово многозначное. Ландыш. Однозначное слово. Лед. Одно лексическое значение.
Молния. Явление природы. А еще напомню вам, что на ваших куртках или некоторых кофточках тоже есть молния. Слово одно, а значений несколько. Слово многозначное. Игла. Конечно же, у этого слова несколько лексических значений. Многозначное слово. Хвост. Попробуйте найти несколько значений. Прическа. Хвост животного. Хвост кометы. Итак, у нас с вами образовалось две группы слов. Однозначные слова и многозначные. Ну что ж, вы удивились на уроке? Давайте вспомним, чем мы занимались и правильно ли вы все поняли. Какие слова называются однозначными? Верно, у которых одно лексическое значение. Какие слова называются многозначными? Слова, у которых несколько лексических значений, в зависимости от контекста. В каком словаре можно найти толкование слов? В толковом словаре. Ну что ж, друзья, урок русского языка закончен. Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Объяснялки». Со своими родителями вы можете объяснять слова, а затем искать ответы в толковом словаре. Поверьте мне, это очень увлекательно и весело. Звенит звонок, и я провожаю вас на переменку.